Добрый день, дорогие четвероклассники! Меня зовут Ирина Николаевна, и мы с вами сегодня проведем урок математики. Давайте наш урок начнем с пожелания друг другу добра. Я желаю тебе добра, ты желаешь мне добра, мы желаем друг другу добра. Если будет трудно, я тебе помогу. Если будет трудно мне, ты мне поможешь. Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне, улыбнитесь нашим мамам. Я рада видеть ваши улыбающиеся лица. Нарисуйте, какой смайлик соответствует вашему настроению в начале урока. Надеюсь, что урок пройдет интересно и увлекательно. Шаг за шагом мы будем подниматься с вами к вершине успеха. Запишите число «Классная работа». Ребята, тема сегодня нашего урока математики – нахождение неизвестного множителя. Сегодня на уроке узнаем решение уравнения с нахождением неизвестного множителя. Научимся находить корень уравнения и проверку. Сможем оформлять ответ и применять наши математические знания в жизни. Девиз нашего урока – учись, смекай, активным будь, и к знаниям откроешь путь. Начинаем наш урок с минутки каллиграфии. Продолжите числовой ряд, установив закономерность. Чтобы спорилась работа, проведем разминку для ума. Математический диктант. Первый множитель 7, второй 9. Найдите значение произведения. 8 9. 6 увеличить в 9 раз. Найди значение произведения чисел 3 и 9. 5 9. По 4 взять 9 раз. 9 9. Первый множитель 2, второй множитель 9. Найди значение произведения. Проверяем. 63, 72, 54, 27, 45, 36, 81, 18. Молодцы! Продолжим нашу работу. Посмотрите на экран. Исследуйте выражение и соедините его с названием. Проверяем. Уравнения и числовые выражения. На какие две группы вы разделили? Правильно, уравнения и числовые выражения. Что такое уравнение? Уравнение – это равенство с неизвестным числом. Неизвестное число обозначают латинской буквой.
Решить уравнение – это значит найти такое значение неизвестного числа, при котором равенство будет верным. Рассмотрите уравнение. Что общего? Верно, действие умножения. Назовите компоненты действия умножения. Первый множитель, второй множитель, значение произведения. 20 умножить на 3 равно 60. Вспомните, как между собой связаны числа при умножении. Посмотрите, множитель 20, множитель 3, произведение 60. Если 60 разделить на 20, получится 3. Если 60 разделить на 3, получится 20. Значит, если произведение разделить на один из множителей, то получится другой множитель. Это правило потребуется нам при решении уравнений, в которых неизвестен один из множителей. Решим уравнение. Произведение неизвестного числа и числа 7 равно числу 91. В нем неизвестен первый множитель. Как его найти? Для нахождения неизвестного первого множителя надо произведение 91 разделить на известный множитель 7. Делим. Получаем 13. Выполним проверку. Подставим в уравнение вместо х число 13. 13 умножим на 7, получим 91. Получили верное равенство. 91 равно 91. Значит, решили правильно. А теперь догадайтесь, как решить уравнение? Произведение неизвестного числа и числа 7 равно сумме чисел 80 и 11. Найдем значение выражения в правой части уравнения. 80 плюс 11 равно 91. Тем самым мы получили уравнение, которое уже умеем решать. Посмотрите, как записывается решение этого уравнения и его проверка. Назовите компоненты при умножении. Правильно, множитель. Что получится, если значение произведения разделить на первый множитель? Верно, второй множитель. Что получится, если значение произведения разделить на второй множитель? Первый множитель. Молодцы. А теперь мы с вами отдохнем и сделаем физкульт-минутку. Расподняться, подтянуться, 2 согнуться, разогнуться, 3 в ладоши, 3 хлопка, головою 3 кивка, на 4 руки шире, 5 руками помахать, 6 за парту дружно сесть.
И продолжаем мы с вами работать. Прочитаем задачу. Столяр и его ученик ремонтировали стулья. Ученик работал 6 дней, ремонтируя по 10 стульев в день. А столяр сделал такую же работу за 4 дня. По сколько стульев в день ремонтировал столяр? Ребята, какую форму краткой записи мы выберем? Удобно записать в таблице. Производительность, время, работа. Можем ли сразу ответить на главный вопрос задачи? Нет. А почему? Не знаем, сколько отремонтировали стульев. А можем узнать? Конечно. Каким действием? Умножением. 10 умножить на 6, 60 стульев отремонтировал каждый. Сможем ли узнать, сколько стульев в день ремонтировал столяр? Да. 60 разделим на 4, получим 15 стульев в день ремонтировал столяр. Молодцы, ребята! Наш урок подходит к завершению. Давайте подведем итог. Ребята, сегодня на уроке мы узнали решение уравнения с нахождением неизвестного множителя. Научились находить корень уравнения и проверку оформления ответа. Теперь можем применять наши математические знания в жизни. Что было трудно? Что понравилось? Каким новым открытием вы поделитесь со своими родителями? Как бы вы закончили фразу? Чтобы найти неизвестный множитель, правильно, нужно произведение разделить на известный множитель. Посмотрите на экран и оцените свою работу на уроке. А поможет вам в этом лесенка успеха. Спасибо за урок. Я горжусь вами, потому что сегодня вы сделали еще один шаг к успеху. Покажите, какой смайлик соответствует вашему настроению. Изменилось ли ваше настроение? А у кого оно стало лучше? А за что бы вы хотели похвалить себя? На этом, ребята, наш урок окончен. До свидания. До новых встреч.